Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В условиях неблагоприятной геополитической обстановки и западных санкций органы прокуратуры Якутии уделяют особое внимание защите прав предпринимателей. О том, какие меры принимают прокуроры, чтобы отстоять права предпринимателей, мы сегодня поговорим с гостем в студии Станиславом Калиденко, прокурором отдела по надзору за законностью правовых актов и соблюдением прав предпринимателей Республики. Станислав Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот насколько актуальна в настоящее время для органов прокуратуры деятельность по защите прав предпринимателей? В настоящее время, как вы уже сказали, в условиях неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов, санкционного давления, особое внимание уделяется как Генеральной прокуратурой, так и прокуратурой республики защите прав предпринимателей, добросовестных предпринимателей и инвесторов. Поэтому данная работа находится сейчас на особом контроле, и надзор за соблюдением прав предпринимателей является приоритетным направлением в работе органов прокуратуры. Вот какая в целом ситуация у нас в регионе с правами предпринимателей? Вот есть какая-то статистика, может быть, в данной сфере? Да, статистика основных показателей надзорной деятельности ведется. За первое полугодие могу привести примеры. В данной сфере выявлено более 2000 нарушений закона, внесено более 800 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено порядка 400 должностных лиц, к административной ответственности по мерам прокуроров привлечено 50 лиц, предостережено о недопустимости нарушения закона 25 лиц. Также в суды направлялись заявления, порядка 55 заявлений было. Опротестовывались незаконные правовые акты, около 250. Ну, если говорить вообще, да, по преступлениям, совершаемым в отношении предпринимателей, вот, что чаще происходит у нас здесь в Якутии, какие нарушения отмечаете? Типичными нарушениями, как, наверное, по всей стране, являются это создание различных административных барьеров для бизнеса. Это не всегда соблюдение органами власти, местного самоуправления, законодательства о защите малого и среднего предпринимательства. Также выявляются нарушения при издании нормативных правовых актов, в которых устанавливаются те или иные препятствия для ведения бизнеса, которые не предусмотрены федеральным законодательством. Вот каким образом органы прокуратуры республики взаимодействуют с бизнесом? Да? Проводятся ли какие-то встречи, может быть, с бизнес-сообществом? Да, прокуратура Российской Федерации и прокуратура республики, в частности, открыты для диалога с бизнесом. У нас не реже одного раза в полугодие проводится общественный совет по защите бизнеса при прокуроре республики. Также ежеквартально собирается межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей и инвесторов. На указанных площадках обсуждаются наиболее актуальные проблемные вопросы, которые в дальнейшем ставятся на контроль, вырабатываются мероприятия по устранению данных нарушений, по решению тех или иных проблем. Кроме того, в прокуратуре республики на регулярной основе проводятся горячие линии, круглые столы с предпринимателями, в которых можно принять участие, обратиться и решить ту или иную проблему при ее наличии. Ну вот какие препятствия для развития предпринимательства выявляются органами прокуратуры? Да, вы уже некоторые назвали. Вот есть ли типичные, например, да, нарушения закона, характерные для республики именно? Ключевыми проблемами для республики это нарушение органами госвласти и местного самоуправления порядка предоставления государственных и муниципальных услуг, финансовой поддержки бизнеса. Также сюда можно отнести неискоренение случаев излишних проверок бизнеса со стороны органов контроля, надзора. С этим сейчас мы активно боремся, в том числе при формировании ежегодного плана проверок. Вот какая у нас в регионе ситуация с оплатой исполненных государственных и муниципальных контрактов?
В настоящее время по состоянию вот на 8 сентября, на пятницу буквально актуализировалось, в регионе существует задолженность по оплате исполненных публичных контрактов перед 5 предпринимателями на сумму около 128 миллионов рублей. Да, довольно существенная сумма. Недавно была она выявлена. В целом, с начала года 23-го по мерам прокурорского реагирования было погашено более 63 миллионов рублей задолженности перед предпринимателями. Для этого было внесено 57 представлений об устранении нарушений закона. Были возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении виновных должностных лиц заказчиков. 16 из них были привлечены к административной ответственности. Мгм. Ну, цифра действительно существенная, да? А вот часто предприниматели жалуются, да, на проверку контролирующих и правоохранительных органов, да? Вот какая работа проводится прокуратурой для снижения количества таких проверок? Вот, оценивается ли их законность и вообще обоснованность? Да, безусловно, каждая проверка должна согласовываться органами контроля и надзора с прокуратурой, как плановые, так и внеплановые проверки. Поэтому, безусловно, оценивается законность и обоснованность каждого такого заявления о согласовании. У нас с начала года поступило около 600 заявлений о согласовании внеплановых проверок. И в 18% случаях только были согласованы эти проверки. Соответственно, 82% отклонены по тем или иным основаниям. Мгм. Ну, сейчас вообще, в принципе, политика на то, чтобы снизить количество проверок, насколько я Да, понимаю, сейчас с 2022 года правительством Российской Федерации введен мораторий на проведение проверок, и они могут проводиться только в исключительных случаях, когда существует угроза жизни или здоровью граждан, а, и в отношении объектов, которые относятся к особому риску. Мгм. То есть просто так сейчас проверку уже не организуешь? Да, просто так провести проверку по каким-то э, несущественным основаниям сейчас нельзя, да. Мгм, мгм. Существует ли вот вообще реестр проверок, да, вы уже сказали, что, в принципе, все они согласовываются. Вот расскажите, кем, когда и как он формируется, где с ним можно знакомиться, может быть? Мгм. Да, существует единый реестр контрольных надзорных мероприятий. Он формируется органами прокуратуры по заявлениям органов контроля и надзора. В конце каждого года, начиная с сентября месяца, в органы прокуратуры поступают соответствующие заявления от контролеров о включении в план проверок на следующий год тех или иных мероприятий. Эти заявления рассматриваются на предмет их законности и обоснованности, как мы обсудили, и при наличии оснований они включаются в этот реестр, в сводный план проверок, который формируется окончательно Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Необоснованные заявления, они отклоняются. Этот единый реестр проверок ведется Генеральной прокуратурой, он размещается на официальном сайте Генеральной прокуратуры, и с ним ознакомиться может любой желающий, в том числе предприниматель, индивидуальный субъект бизнеса. Можно зайти на сайт, ввести название организации, либо ИНН, ОГРН, и по нему вы увидите, включена ли ваша организация в план проверок, кем и когда она будет проводиться, эта проверка. Мгм. Можете вот привести примеры, да, может быть, из практики восстановления прав предпринимателей после обращения в прокуратуру? Может, какой-нибудь громкий случай есть, да, или о большой сумме идет речь? Да, есть несколько интересных примеров. Допустим, в прокуратуру республики обращался представитель юридического лица о том, что управлением по недропользованию по республике ему, по его мнению, необоснованно, незаконно было отказано в переоформлении лицензии на добычу полезных ископаемых. Была проведена проверка. Действительно, доводы обращения подтвердились. Прокуратурой республики было внесено представление руководителю управления по недропользованию, по результатам рассмотрения которого лицензия была переоформлена. Юридическое лицо там было, оно теперь вправе осуществлять добычу полезных ископаемых по новой лицензии. Кроме того, должностное лицо управления было привлечено к дисциплинарной ответственности. Да, и в отношении другого должностного лица был
вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Ему назначен штраф был. Также у нас касательно оплаты исполненных контрактов было обращение в прокуратуре Кобяйского района. Индивидуальный предприниматель жаловался на то, что перед ним была задолженность у ряда муниципальных учреждений по оплате оказанных услуг. Проведена была проверка прокуратуры района по поручению прокуратуры республики. Действительно, доводы подтвердились. По внесенному представлению прокуратуры района задолженность перед предпринимателем была погашена в полном объеме, а виновные должностные лица были привлечены к административной ответственности. Вообще, как часто, например, да, такие обращения доходят до уголовной ответственности, может быть, до уголовных дел? Уголовных дел по защите именно прав предпринимателей не так много. Это какие-то исключительные случаи. В основном это все-таки решается с помощью иных мер прокурорского реагирования. Вносятся представления, привлекаются лица к административной ответственности, либо дисциплинарной ответственности. Иногда, вот как я говорил, опротестовываются те или иные правовые акты, либо направляются исковые заявления в суд о понуждении к устранению прав предпринимателей. А вообще, как предпринимателям, например, да, сообщить о своих проблемах в прокуратуру? Нужно идти с обращением или можно как-то по-другому обратиться? Сообщить в прокуратуру предприниматель, как и любой гражданин, может любым удобным для него способом. Это как обратиться лично на прием в прокуратуру по месту жительства, пребывания, по месту регистрации юридического лица, то есть в любую территориальную прокуратуру, либо прокуратуру субъекта, в нашем случае прокуратуру республики. Также может направить обращение почтовой связью, электронной почтой на сайт прокуратуры. Кроме того, можно обратиться через портал госуслуги, там тоже есть отдельная вкладка обращения в прокуратуру. Также, как я уже упоминал, у нас регулярно проводятся встречи с бизнес-сообществами, горячие линии, круглые столы. То есть можно в рамках вот этих площадок обратиться в прокуратуру и в случае действительно подтверждения того, что нарушаются права того или иного предпринимателя, будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения. У нас по каждому обращению проводятся проверки, и в случае, если действительно нарушения выявляются, то мы добиваемся мерами прокурорского реагирования устранения нарушений и восстановления прав предпринимателей в том числе. Ну что ж, Станислав Анатольевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы. Спасибо, что позвали. До свидания. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.